Первый запрет в Коране. Какой? «Фаля таджалю лилляхи андада». Не предавайте Аллаху равных. Андад значит, это множественное число слова нид. Нид – равный. Нид – это масиль, это шаби, это назир. Это объяснение, что такое нид. Нид, запоминайте, это шаби, масиль, назир. То есть, похожий, равный, подобный. Это нид. Не делайте Аллаху равных, похожих, подобных, то есть тех, которые наряду с Аллахом чего-то получают из вашего поклонения. В то время, как вы знаете, что знаете? Что вы знаете? Вы знаете, что Аллах единственный Господь, значит, вправе на чье поклонение он также должен быть единственным Субхану ва Тааля. Если посвятил хоть один раз что-то из поклонения, внутреннего или внешнего, не Аллах Субхану ва Тааля, то становишься, алиязу билля, пусть упасет Аллах Субхану ва Тааля, мушриком, неверующим. Принес жертву человек, мы сказали, хотя бы муху одну, не ради Аллаха Субхану ва Тааля, такой человек мушрик, совершил большой ширк. Зарезал с любовью, возвеличиванием, как поклонение. Животное не для Аллаха, для святого, для угодника. Становится человек мушриком, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Внимательно, мы сейчас говорим с вами о деянии, что это ширк. Это не значит, что нужно проводить разницу между деянием и совершившим деяние. Деяние однозначно это что? Это ширк. Сам человек вышел ли из ислама, стал ли мушриком? Хорошо? Здесь мы не выносим суждения по конкретным людям самостоятельно. Это не наша с вами задача. Хорошо? Не наша с вами задача и не наша с вами полномочия кого-то из мусульман, если он совершил что-то из ширка, даже если из большого ширка, что мы можем так взять самостоятельно и выводить человека из религии. Если, например, мы видим, дал развод человек своей жене, чего-то сказал такое, что указывает на развод. Приходит к вам, говорит, вот я сказал так, при этом при таких обстоятельствах это произошло, как мой развод сейчас действует, моя жена или уже не моя жена, как? Что вы скажете? Что вы скажете? Скажете, да, твоя жена, или скажете, нет, не твоя жена? Нет, вы скажете, вот надо пойти к алиму, пойти к ученому, или пойти к судье, кадию, да? Человеку знания, и он только вынесет действительно здесь решение и разберется, вышла ли жена из замужества, то есть перестала быть твоей женой, вышла ли уже за рамки брака с тобой. Ты скажешь, иди. А здесь вопрос не выведения из брака, здесь вопрос выведения из чего? Из дина, из религии вообще. Хукам, что человек вышел из ислама вообще, поэтому как ты можешь спокойно сказать, да, я сейчас приму решение и скажу, этот человек мушрик уже. Нет, ты что обязан сделать? Обращаться к уляма. Если уляма вынесли решение, рассмотрев ситуацию с человеком, что да, этот человек стал мушрик, стал кафир, стал неверующий, тогда уже ты можешь говорить. Хорошо? И можешь говорить когда? Когда в Коране и Сунне про кого-то сказано, что это кафир, мушрик. Хорошо? Когда какая-то группа людей, которая сама не исповедует ислам вообще. Мы не мусульмане. Тогда, конечно, люди сами говорят, что они не мусульмане. Это понятно. Здесь все понятно, легко.